Узбекистана. Вот, кстати, сейчас их нам демонстрирует. Нурбек Кажабеков против спортсмена из Туркменистана Гилича Ямаева. Правильно, наверное, будет все же Джумаева. И эта схватка весит до 82. Какие крепкие ребята. На ковре, помеченной литерой С, Арсен Токов за бронзу будет бороться. Ну а мы же прямо сейчас становимся свидетелями финала. Поединок за первое место в весовой категории до 82 килограммов. И вновь наблюдаем, что никто не торопится. Я думаю, с каждым разом все больше мы будем подобного рода действий со стороны спортсменов наблюдать, так как они прекрасно понимают, что одно лишнее движение может стоить награды. И учитывая то, что килограммы на спортсменах растут, все движения должны быть максимально отточены. Ну вот уже 40 секунд, а пока никакой серьезной активности мы не наблюдали. Таким вот образом подгоняет в центр судья борющихся спортсменов. На ковре А. Захват. Ввиду неявки спортсмена из Гвинеи победа присуждается Аяну Ярмекбаеву. Вы все прекрасно слышали. Тот самый спортсмен из Гвинеи, которого я особенно хотел посмотреть, в битве за бронзу участие не принимает. Были разные, конечно, случаи, когда отказывались. Там и уже из Саудовской Аравии кто-то там не дошел до соревнований. Вот сейчас не дошел представитель Гвинеи. Где он там в Казани заблудился? Не дошел он до битвы за бронзу. И после дневных схваток получает травму представитель повторно приглашаются Киргизстана Нурбек Кажабеков. Да, там кровоподтек такой серьезный. Ну а другая битва за бронзу состоится. Арсен Токов против Муйдинова из Узбекистана. Бабирмирза Муйдинов. На ковре С состоится эта битва за бронзу. А мы же ждем, чем закончится вот этот финальный фрагмент. Возможно, в этом пакетике раньше был лед, но от той жары, которая в столице Татарстана сегодня, 30 градусов. А весь лед мог трансформироваться в жидкость. Есть возможность перевести дух, есть возможность подготовиться к оставшимся 3 минутам. В весовой категории до 82 может все решить один бросок. Нурбек Кажабеков до финала добирался, преодолевая стадию за стадией. А в четвертьфинале именно он сумел одержать верх над представителем Гвинеи Бари. И в битве за финал он оставил у него дел Ярмекбаева. Тут Ярмекбаев свою бронзу уже получил без схватки. 1 очко сейчас на счету киргизского борца. А это представитель Туркменистана. Как схватил-то своего оппонента, но именно он пал в итоге. Смотрим, засчитал, да, 2 очка Кажабекову засчитывает арбитр этого противостояния финального. Вот эта поддержка, которую мы сейчас слышим, она прежде всего в адрес Арсена Токова, который рядом на ковре справа проводит свой поединок за бронзу. (3-0). Финал продолжается. Минута 30. Без 2 секунд. Вот сейчас тактика у пострадавшего. Нурбек Кажабеков неудачно
упал. Оказали ему помощь. Отсчитывает арбитр. Не нравится ему. Так, захват. Широкий захват в поясе произошел. Но сейчас продолжилась схватка финальная. Еще один отличный прием. Есть прием? Нет приема. Недоумевает представитель Киргизии. Не понимает, что произошло, но арбитр прием не засчитывает, а стало быть, балл начисляется Джумаеву. Какой крепкий захват. Ну, Джумаев там прям обнял своего оппонента вовсю. Не торопится то же самое делать представитель Киргизии. Как у него рука, интересно-то. Но это все уловки, тактика. Какие-то стратегические моменты. Время пошло. До середины этого финала. Чуть больше 10 секунд. Активности пока не наблюдаем. И вот сейчас пошел. Давит своего соперника. Вновь нет засчитанных баллов. Как судья строго расценивает этот финал. Ну вот эта оборонительная тактика, которую сейчас Нурбек Кажабеков демонстрирует. Посмотрим, насколько, о чем может сказаться. Совсем уж в оборону глухую уходить нельзя. Представитель Кыргызстана затягивает время постоянно. Расскажу о его оппоненте. Джумаев. В полуфинале с Арсеном Токовым встречался. Опасный очень оппонент, потому что Арсен выиграл по очкам, но сумел Гирич Джумаев провести сумасшедший прием и выиграть на своего оппонента. И вот сейчас вот этот опасный соперник, который, по сути, уступил Арсену Токову по очкам, но выиграл по приему, он встретил ожесточенное сопротивление Нурбека Кажабекова. Нам очень интересно узнать, как там в битве за бронзу Арсен Токов. Я постараюсь параллельно информировать, но очень надеюсь, что мы сможем все это увидеть от начала и до конца. А эта битва продолжается. 4-1. Вот так вот вода камень точит. По одному баллу. Тихонечко вперед продвигается. Вперед к золоту представитель Кыргызстана. Арсен Токов, кстати, ведет 1-0 в данный момент в битве за бронзу. Ну и напомню, что не дошел до битвы за третье место Омар Иссабари и Аян Ермекбаев из Казахстана получают бронзовую награду в весовой категории до 82 килограммов. Мы уже стали свидетелями розыгрыша титула чемпиона в категории до 62, 68 и 75. Последние две особенно приятны, потому что там победа была за россиянами. Ну и вот сейчас на середине мы дистанции находимся. Весовая категория до 82 килограммов. Последние секунды этого противостояния. Надо идти ва-банк представителю Туркменистана. Но этот ва-банк сейчас ему не приносит никаких дивидендов. Он уступает уже со счетом 1-5 и просит побыстрее подниматься на ноги
лидирующего спортсмена из Кыргызстана. Арбитр этого противостояния. Чуть больше 10 секунд. Один прием, конечно, может все решить. Но этот прием надо провести очень показательно. А вот остаются ли силы? Я думаю, нет. Все же и весовая категория такая уже далеко не детская, до 82. И такая вязкая борьба. И, пожалуй, все силы были отданы. Прием проводит. Есть. Есть прием. Есть 2 очка. Есть интрига. Но эти 2 очка достаются представителю Кыргызстана. 7-1. Никакой тебе интриги. Поторопился я. Просят пересмотреть. Ну, давайте пересмотрим. Давайте пересмотрим. Может быть, я, кстати, соглашусь с пересмотром, потому что я тоже ошибся в оценке этого момента. Но судья так уверенно поднял 2 пальца в пользу представителя Кыргызстана. Параллельно Арсен Токов продолжает биться за свою бронзовую награду. Кстати, там далеко не все решено. А что у нас здесь? Бабермерза Мойдинов против Арсена Токова. А здесь судьба золотой награды. Не согласен. А видите, даже руку Джумаев убирает, потому что он против такой вот победы своего оппонента. Но Нурбек Кажабеков становится обладателем золотой награды весовой категории до 82 килограммов. Так вот плотно ценой травмы, которую он получил уже в дебюте этого финального поединка. Смывает вверх флаг Кыргызстана. И поздравления принимает спортсмен, который добился золотой награды. Для Кыргызстана она первая в медальном зачете. Первая золотая награда. А вот тут прием, и не согласен с ним. Достойные руки. Не сомневаюсь, что и Нурбеку Кажабекову он также уже успел неоднократно пожать руку. Еще раз мы увидим, как он это делает. Ну а пока же представитель Кыргызстана на высшую ступень пьедестала. С этим шрамом, который тоже станет памятным после этого финала. Получил он вот эту вот засечку под правым глазом на стартовых секундах финального противостояния. Ему даже был балл за это повреждение начислен. И прямо сейчас этот улыбчивый парень вместе со своим...